Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на дары Вселенной для вас. Что вы получите, что заслужили, что получите. Загадывайте на себя, загадывайте, пожалуйста, свой срок. Не загадывайте слишком короткий и не загадывайте срок несколько лет. Оптимальный. Да, загадайте оптимальный срок. И давайте посмотрим. Дары Вселенной. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что же вы заслужили? Смотрите, какая у вас тут звезда. Красота. А вот сердце какое интересное у вас, да? Ну, давайте пойдем по порядку. Заслужили вы многое, понимаете? И многое должно быть вам дано. Но проблема заключается в другом, что от природы либо из-за воспитания вы крайне скромный человек с очень ограниченными, либо заниженными потребностями. Это грустно, это печально, ведь каждый из нас достоин всего самого лучшего и, как говорится, наибольшего. Но, опять же, да, мы все разные. Кто-то наглый, кто-то очень скромный. Вот на мою отсыпку пришли очень скромные, деликатные люди. Вам дают, извините, в одно место уже запихивают, а вы все не. Даже если это справедливо, даже если это законно, даже если вы это прям заработали, потом кровью заработали, все равно вы будете отказываться. Вот эта скромность, которая сидит в вас, природная, либо в процессе воспитания внедренная, она вам все портит. Реально все портит. Я вам сейчас такую вещь скажу, только постарайтесь ее понять. Если бы вы были хоть на капелюшечку посмелее, понаглее, вы бы сейчас были богачами. Да? Людьми абсолютно свободными и независимыми в материальном плане. Могли бы себе позволить все и даже большее. Да? А вот не жили так, как живете сейчас. Где-то вы уступили, где-то вы пропустили, где-то вы отказались, где-то вы постеснялись. И все, и пришли к тому состоянию, в котором сейчас находитесь. И вопрос, кто виноват? Вселенная не дает, либо вы сами не берете? Ага. Вот подумайте на досуге, такое вам домашнее задание. Ребятки, если эту тему не проработать внутри себя, вот чтобы каждый из вас сел и проработал, жизнь ваша, останется в той точке, в которой есть. Я, делая ежедневно отсыпки, просто наблюдаю ужасную картину. Картину того, что люди особенные, добрые, открытые. Но только, бери, да, все к твоим ногам бери, а вы не берете. А вы, к сожалению, не берете. Упускаете шанс, упускаете возможности. Кто-то долго думает, кто-то засомневался. Да, вы это все упускаете. Как мимо так пролетают, не спеша, ваши доходы, ваши возможности, ваша реализация, ваше счастье. Понимаете, прям пролетают. А вы так наблюдаете грустненько и ничего не делаете. Да. Я бы, конечно, рекомендовала вам обратиться к хорошему психологу. Если нет такой возможности, займитесь самовоспитанием. Опять же, в интернете огромное количество всяких ресурсов. И психологических, и по тренингам, и тренинги личностного роста, развития, прочее. Вы можете самостоятельно. Вы же смотрите как-то мое видео, значит, интернет-то у вас есть, да? Вы можете сами себя прокачать. Либо, по крайней мере, над собой поработать. Если этого не делать, прям Вселенная, весь мир кинет к вашим ногам. Вы же не возьмете. Не возьмете и все. И потом будете обижаться, что одним все, другим ничего.
Хотя на самом деле вам дают и дают гораздо больше, чем другим. Ладно, ушли мы в философские дебри. Я думаю, что вы мою мысль поняли. И я прям предвижу, что многие из вас действительно будут что-то в жизни менять. Ну и тогда вы начнете получать. Начнете получать просто капитально. За все годы, за все месяцы, за все дни вы начнете получать. И чем больше вы будете получать, тем больше будет к вам приходить. Понимаете? Вот вы Вселенной показываете: да, я нормальный, адекватный человек. Я принимаю дары, которые ты мне даешь. Вселенная говорит: ох, ты мой молодец, ох, ты моя умничка, на тебе еще. Я побалую тебя. Понимаете, о чем речь? Ну, в общем, разбирайтесь, мои хорошие, все в ваших руках. Я не вижу конкретного человека, который бы мог залезть вам в голову и все там, знаете, как перебрать, да, ненужное выкинуть, нужное там на правильное место поставить. Я такого не вижу. Даже самый крутой психолог этого для вас не сделает, если вы этого не хотите. Вот так вот. Так что работайте над собой. Так, ну теперь давайте пойдем по порядку. В загаданный вами срок, что вы получите? С левой стороны сидит человек на коленях и просит у вас прощения. Он сложил свое оружие и просит у вас прощения. Вы все разные. У кого-то из вас отыграется, что этот человек был вашим врагом, да, и сражался против вас. У других отыграется, что этот человек был близким, который просто веревки с вас вил, обидел вас просто страшно-страшно. И теперь будет просить у вас прощения. Вселенная даст совесть этому человеку, разум этому человеку. И человек придет, вот так на коленях придет, да, и будет просить у вас прощения. Оружие свое сложит. Война между вами, да, противостояние между вами прекратятся. Так, а с правой стороны вы в какой-то шикарной форме. Здесь не только про физическую форму. Здесь еще и про душевное состояние. Абсолютная гармония внутреннего и внешнего. Вы будете сиять, вы будете светиться. И разум ваш сияет, и глаза ваши сияют, и тело ваше здоровое, понимаете, полноценное, здоровое. Кто-то из вас сейчас болеет, кто-то страдает лишним весом, кто-то, наоборот, недобором веса. Кто-то из вас чувствует приближение старости, да, там кожа вялая стала, у кого-то проблемы с кожей, да, высыпание, акне. Вы все разные, абсолютно разные. Кому-то носить нечего. Да, вот просто нет, во-первых, и нет, и негде купить, либо не за что купить. Вот вижу у вас сияние, вы очень красивый человек, у вас даже, смотрите, на голове вот как корона из перьев. Ну, шик, блеск, красота, причем во всех смыслах этого слова. И причем относится не только к внешнему, но и к внутреннему. Вот прям вдохнет вас Вселенная, вот это желание жить, творить, быть красивой, быть здоровой. Ну и плюс, конечно же, ресурсы на это даст. Вот, чтобы вам не накладно было. Так, идем дальше. Сердце. Огромное сердце. Это любовь. Это любовь, причем любовь взаимная. Не однобокая, не односторонняя, а именно взаимная, настоящая. Любите вы и любят вас. Любовь, которая радует, которая крылья дает, а не та, которая терзает ваше сердце и рвет его на клочья. Взаимная любовь очень счастливая. Мои хорошие, можно с мужем прожить 30 лет. 30 лет. И вы с ним, и он с вами. Да? И, например, вы поженились по страсти. Страсть ушла, осталась привычка. И вот, наконец-таки, придет любовь. А кто-то вот как раз и встретит, да, жизнь человек прожил и встретил настоящую любовь, а кто-то встретит первую любовь взаимную. В любом случае, кем бы вы ни были, сколько бы вам лет не было, идет любовь. Смотрите, сердце большое, такое выпуклое, четкое, взаимное, очень прекрасное чувство, которое накроет с головой, принесет вам много-много радости. Так, левая сторона. Смотрите, здесь усталая лошадка. Скорее всего, это говорит о том, что вы делали ранее, да, именно сфера деятельности, либо место, где вы ранее работали. Вот оттуда эта лошадка и крадется, и причем, смотрите, вот
забыла, как это называется, вот чем управляют лошадь, да, она во рту это держит, все ремешки. Она, видите, в зубах их держит, вам передает. Говорит, ну возьми за меня, ну возьмись, ну давай, вернемся назад в прошлое. Да, я устала, но я же могу и восстановиться, да, я же еще на ногах-то стою. Здесь 100% возврат какой-то прошлой деятельности, либо на прошлое рабочее место. И в этот раз, мои хорошие, с левой стороны все будет по-другому. Может быть, вы уволились, потому что зарплата была маленькая. Может быть, вас там все задолбало, затрахало. Может быть, вы даже как-то выгорели на этой работе. То есть вы понимаете, что вы профессионал высшего класса, а к вам относятся как к рядовому сотруднику, либо вы числитесь как рядовой сотрудник. У каждого по-своему ведь было. Но вот лошадь возвращается и прям отдает вам вот эти удила, да, или как оно называется. Напишите в комментариях, если не трудно. Я просто забыла, как это правильно называть. Вот она вам отдает. Теперь все будет по-другому. Теперь вы будете зарабатывать, причем так прилично. Вы будете как уважаемым, почетным этим сотрудником, с хорошей должностью, да, с хорошими там, премиальными. Либо, опять же, может быть, вы бизнес какой-то вели, и в какое-то время бизнес перестал быть востребованным, приносить вам прибыль. Времена меняются, но, как известно, все возвращается. Да? Все циклично и все возвращается. Может быть, именно сейчас ваш бизнес, либо ваша деятельность очень востребована, и вы прям, имея уже опыт за плечами, прям туда вырветесь на вершину Олимпа, и все у вас в этот раз получится просто шикарно. Вы все разные, у каждого будет по-своему, но вы будете заниматься тем, что вы знаете и умеете делать лучше всего, да, в чем вы лучше всего разбираетесь. Так, дальше. Смотрите, какой-то человек прям перевернулся вверх ногами. Человек стоял на каком-то возвышении, и казалось, что никто и ничто его не сдвинет. Вот прям врос он в это возвышение. Типа такой, знаете, царь горы, либо царица горы. А видите, как судьба повернет? Перевернется. Упадет. Упадет, прям головой вниз упадет. Знаете, травма серьезная. У кого-то в прямом смысле слова человек упадет и получит травму, а у кого-то человека просто с должности уберут, да, с этого места уберут. Может быть, даже какая-то конкуренция, может, какой-то у вас конкурентом супер-бупер злобный, как непробиваемый был. Вот занял место и никого вот не пускает, не подпускает. Упадет, рухнет. Это вам такой подарок. Подарок, чтобы у вас руки не опускались и чтобы вы дальше двигались. Но Вселенная за вас и на вашей стороне. Смотрите, вижу, что вы все делаете правильно. Вижу, что вы честный и порядочный человек. А таким людям, знаете, как Вселенная всегда помогает, Создатель всегда помогает. Таких людей не оставляют. А те, которые вот такие, знаете, хайпажоры, такие вот как наглые, воровитые, вот всех локтями расталкивают, да, они могут добиться своего успеха, да, они могут занять какое-то место, но это всегда ненадолго. И потом приходится падать очень жестко, очень больно. И практически во всех случаях человек уже не может, не то чтобы подняться, пальцем пошевелить. Так что я вас поздравляю, это очень прекрасный подарок. Так, дальше. У вас тут рог изобилия вышел, но он какой-то странной формы. У него как будто бы у него вот закрыта эта верхняя часть, откуда должны сыпаться блага. Вот она закрыта и все. Вроде как должно быть, а нету. Даже вплоть до того, что вы вот ждете, вам пообещали, вам клятву дали, документ выдали. А раз и что-то происходит, то задержка, то поломка, то и там нет товара, ну что угодно может быть, да, вот прям просто закрыто. Не пускают, не дают, не высыпается ничего из этого рога изобилия. Смотрите, здесь человек появится, который будет решать для вас вот такие сложные задачи, сложные ситуации разрешать. А это может быть кто угодно, это может быть и друг ваш, это могут быть и всякие там знакомства, покровители могут быть, люди со статусом, люди с положением, либо просто очень опытные люди. Вот Вселенная вам именно даст такого товарища, подругу такую даст, кто будет
вам подсказывать в нужный момент, вам будут говорить, что нужно сделать, как поступить. И это будет просто вот гениальные подсказки, которые будут помогать вам жить. На самом деле, я вот даже не знаю, если вот сравнивать, что лучше, получить конкретный подарок, либо получить такого, ну, карманного подсказчика, да, который вот всегда выручит, всегда надоумит, всегда вот на вашей стороне. Все знает, все умеет, все может решить, разрулить. На мой взгляд, это гораздо лучше, чем вот какие-то конкретные подарки. Ведь этот человек с вами будет до конца, понимаете? До конца. Так, следующий момент. Здесь игольное ушко, в которую входит веревка. Если честно, я уже даже забыла, когда я последний раз видела этот знак. Это знак перезагрузки. Перезагрузки в чем-то, либо с кем-то. Но вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Когда нитка входит в игольное ушко, это идет какая-то идеальная совместимость. Люди находят обоюдовыгодное решение. Люди притираются. У людей появляется возможность попробовать еще раз. И в этот раз это будет успешно. Да, вы попадете в это игольное ушко. То есть вам Вселенная дает еще один шанс, да, перезапуститься, перезагрузиться. Либо с каким-то конкретным человеком, либо по какой-то конкретной ситуации. Может быть, просили, может, надеялись. Ну, идет, поэтому все будет, и все будет замечательно. Так, огромная звезда. Четырехконечная, правда, но тем не менее. Звезда крупная. И звезда гораздо больше, чем вы. То есть что-то из ваших желаний, то, что вы загадывали, да, очень-очень сильно хотели и просили, так быстро исполнится, так ярко исполнится, что вы же даже немножко испугаетесь. И испугаетесь, скажете, ну как так, да? Я-то привыкла ждать, я же привыкла все там потом кровью добиваться, выгрызать, выбивать, а тут раз оно исполнилось. Что такое? Нечисто, да? Ну, шучу, конечно. На самом деле это очень яркое событие, и это событие станет источником зависти. Да? Вам начнут завидовать. Завидовать такие недалекие, тупорылые люди, которые из себя ничего не представляют и загрязняют наш мир. Вот они будут вам завидовать и даже могут вас в чем-то обвинять. Что типа, ты подкуп дала, ты то, ты сё. Там, да, вымолила, выпросила, наплакала, либо того хуже. В общем, вы поняли. Значит, таких идиотов смело посылайте на 3 буквы. Если позволяют законы вашей страны, можете даже и пнуть. Так что прям запомнилось человеку. Если не позволяют, лучше не нарушайте закон. Просто пошлите. Никого не слушайте. Вы эту звезду заработали, честно заработали за ваши слезы, за ваши страдания, за ваши мучения, за действительно пот и кровь, которую вы пролили, вы эту звезду получаете. Очень ярко, очень быстро и прям самым благополучным образом для вас. Что-то исполняется, что-то получается, что-то происходит. Давно таких звезд не было на вашем небосводе. Вот, пожалуйста, берите, получайте. И знайте, что вы никому ни за что не должны. Это вам дар от Вселенной. Так, кому-то Вселенная пошлет подарок ребенка. Ребенка вот как есть, да, ребенок. Забеременеть, да, вы забеременеете, либо забеременеет у вас невестка. Либо если вы мужчина, может выясниться, что у вас где-то есть ребенок, о котором вы не знали. В любом случае, это классный подарок, очень классный. Тем более ребенок, он либо на вас очень сильно похож, либо вот какой-то невероятной красотой обладает, шармом и красотой. Прям, знаете, любоваться. И любить, и любоваться. Вот так идет. То есть, на мой взгляд, очень хороший дар. Так, еще у вас вышли как новые апартаменты, да, новая квартира, новый дом. Вот вы туда входить будете. Входить как хозяин, как хозяйка. Ну, понятно, что не у всех это отыграется. Может быть, знаете, как не покупка, так аренда может отыграться. Да? Аренда, либо, может быть, по каким-то условиям вы сможете где-то проживать. Прям очень большая дверь
То есть это говорит о том, что будут шикарные условия, шикарные апартаменты вас ждут. Так, ну и с левой стороны здесь человек с пакетом на голове, который прячет свое лицо, прячет, не показывает, скрывает до поры до времени. Сама Вселенная откроет вам глаза на этого человека. Так, может быть, произошло, что в вашем окружении есть человек, который скрывает, кто он есть на самом деле. Либо есть человек, который испытывает к вам чувства, но стесняется этих чувств, либо боится проявиться к вам. Да? Ну, тоже бывает. Такой вот наш мир. Вот Вселенная вам на этого человека откроет глаза. То вы поймете, кто перед вами, либо вы поймете, что этот человек вам испытывает. Сразу хочу сказать, будет удивление, даже какой-то, знаете, шок, легкий шок испытаете. Но с другой стороны, в этом человеке нет ничего плохого, и человек ничего дурного не хотел, да, скрывая свою личность, либо скрывая свои чувства. Вот. А скорее вы со временем поймете, что это классно, что у вас есть новый поклонник, либо что человек оказался вот таким вот хорошим, да, либо крутым, либо с какими-то возможностями, либо, ну, может быть, я не знаю, там, какие у него тайны могут быть, с каким-то прошлым, да. Все равно это к лучшему. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание, берегите себя, не забудьте про домашнее задание, поверьте, это вам нужно. Вам, в первую очередь, это нужно вам. Всем пока-пока.